Великая Отечественная война была особой по жестокости и потерям из всех войн, унеся жизнь более 23 миллионов бесценных жизней, оставив после себя неизгладимые раны в памяти и сердцах всех участников войны на фронтах и в тылу. Рядом с нами в музее уже после выхода на пенсию несколько лет работала Феврония Алексеевна Баишева, первый профессиональный хормейстер Якутии, одна из основоположниц якутской музыкальной культуры. В записанных нами видеомемуарах она вспоминает самое начало войны. Я тогда работала в театре в это время, пела в хоре и жила в общежитии на улице Дыгына, теперь Жиркова называлась. Эта улица вообще пропала сейчас, видно. И вот это было во второй половине, не во второй половине, в начале, в общем, июня лежала я больная, и пришел Иван, это друг моей соседки по комнате. Я рассказала, что утром вот, министр иностранных дел Молотов объявил по радио о том, что фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. И началась, значит, война. Ну, я по молодости думаю, и по примеру Хаткингола, и потом финской войны, все тогда была испанская война, как-то думала, что быстро наши победят, и закончится скоро эта война. Очень большая вера была в силу нашей армии. Но она не кончалась. В 1941 году ушли мои двоюродные братья, молодые, Павел и Василий. Они служили на Западном фронте. Они погибли потом. И потом скоро уже призван был мой родной брат. Ему уже не так было мало лет, где-то так 38, наверное. Семья осталась. И вот я пошла встречать, ну как-то увидеть его, встречать в баню городскую. Тогда эта городская баня стояла там, где сейчас Лор, и все люди собирались сюда, ну, со всех районов. Вот, они, видно, там их мыли, но нельзя было зайти, калитка была закрыта, и стоял караульный с винтовкой, прямо со штыком. И кто-то, молодежь, собирались, вот так, карабкаться собирались, их останавливали. Но потом каким-то образом открылась калитка, много народу, трудно было понять, кто открыл и кто попросил. И я зашла со всеми вместе, и народ вот так шел, и внутри народ, и снаружи народ. И вдруг увидела я брата с моим нашим земляком Максимом Артемьевым, они шли мимо меня. И он меня не увидел. Я его за подол, когда дернула, он только повернулся. Я говорю: Захар, Захар. Ага. Он так обрадовался, и потом мы пошли куда-то там, сели, какие-то доски лежали, сели, и они вытащили свои вот провизии, ну, лепешки, туяси, масло, и вот, ну, покушать. И они меня, конечно, тоже угощали. В то время шла, вообще трудно было, с хлебом, все. И вот, а я думаю, он меня говорит: ну, кушай, кушай. А я думаю, как же вот ему, я съем, у него мало останется, для него я оставляю, я не ела. Потом я очень жалела позже, когда думаю, если я покушала бы с ним, может быть, он вернулся. Больше я его не видела.